Павел Бабичев. В социальных сетях распространяется информация о памятнике Сралину, который находится в станице Галюгаевской. Он появился в населенном пункте около 7 лет назад. Рабочие колхоза Ленина разбирали старое здание и нашли там бюст. Своими силами сотрудники привели его в порядок, покрасили и установили в парке возле здания. Располагается он на частной территории, на балансе муниципалитета не стоит. Специалисты администрации Курского МО встретятся с собственником и обсудят дальнейшую судьбу арт-объекта. История. Началом отсчета истории станицы Галюгаевской может служить 1770 год. Когда 417 казаков в июле были уже под Моздоком, на урочище Галугай, где перед этим 500 дубовских и 500 донских казаков имели лагерь. Заселение Галюгаевской началось в 1769 году. Фактически же ее основание осуществилось весной 1771 года. В 1770 году русские под командованием немца Татлебена по приказу немки Екатерины уничтожили все ингушские села от Моздока и под Дарьялу, спеша на помощь Грузии. Это была первая русская армия, прошедшая через Дарьял, но это была первая победа, а шметки русско-немецких оккупантов ничем Ираклию II помочь не могли. Впервые версию добровольного вхождения Ингушетии в состав России в 1770 году выдвинул осетинский исследователь Марк Блиев. По его мнению, установлению колониального режима на Кавказе предшествовало добровольное присоединение горцев к России. Хотя в 2005 году Блиев в интервью газете «Северная Осетия» уже утверждал, что Ингушетия присоединилась к России лишь в 1810 году. Но и 1810 год — это тоже неправда, так как в 1811 году немецкий шпион-дипломат Энгельхард получит от ингушей решительный отказ присоединяться к России, удачно записанным и размноженным в стихотворении Иоганна Вольфганга Гёте «Вольный дух». Ведь именно при больших стараниях Блиева в советское время была официально принята дата 1770 год, как дата вхождения Ингушетии в состав России. В дальнейшем советская идеологическая номенклатура Чечено-Ингушетии решила взять выводы Блиева на вооружение. После ингушского митинга в Грозном в январе 1973 году о восстановлении Ингушетии. В 1970-х годах в основу советской пропаганды была положена идея о прогрессивности вхождения Северокавказского региона в состав Российской империи. Впервые руководители Чечено-Ингушетии применили этот прием во время научно-теоретической конференции, посвященной обсуждению очерков истории Чечено-Ингушетии, состоявшейся в Грозном в июле 1973 года. Там, говоря о недостатках этого издания, секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС по идеологии Буков отмечал, что авторы должны были более четко показать якобы смертельную опасность, нависшую над некоторыми народами Кавказа со стороны Турции и Ирана. По его мнению, вхождение в состав России было для них спасением от физического уничтожения, поэтому они искали покровительства у России, а затем ставили вопрос о вхождении в нее. В 1979 году русским Виноградовым и Чеченом Умаровым была подготовлена справка об основании празднования 200-летнего юбилея.